Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Для реализации национального проекта «Производительность труда» под учредительством Министерства экономики Якутии был создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Его деятельность направлена на устранение потерь на средних и крупных предприятиях за счет передачи сотрудникам этих предприятий опыта, знаний и навыков в применении инструментов бережливого производства и практик. Гость в нашей студии сегодня Егор Петров, руководитель автономной некоммерческой организации «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Республики». Егор Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Каковы основные цели национального проекта «Производительность труда»? Цель национального проекта «Производительность труда» — это обеспечить ежегодный 5% прирост на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Базовые отрасли экономики несырьевые — это у нас транспорт, строительство, торговля, сельское хозяйство и обрабатывающее производство. Ну и каковы основные критерии участия в этой программе на сегодняшний день? Ну, основных критерий у нас три. Во-первых, это вот отнесение предприятия к тем базовым несырьевым отраслям, которые я перечислил. Во-вторых, выручка за предыдущий год не менее 400 миллионов рублей. И, в-третьих, доля участия иностранных резидентов в уставном капитале не более 50%. А сколько вот сегодня предприятий планируется включить в проект? И какие это предприятия, если их можно озвучить? Для примера. На данный момент у нас участвует уже 18 предприятий. И мы еще планируем включить в этом году дополнительно 4. И в следующем году также дополнительно 4. Вот какие у нас крупные предприятия республики включают обычно в этот проект? Ну, из тех участников, которые уже сейчас есть, наиболее крупным, наверное, является у нас АО «Сахатранснефтегаз». Они вступили вот в этом году как раз, и мы сейчас совместно с ними реализуем проект по бережливому производству. А в чем заключается, допустим, суть этого проекта? Мы совместно с рабочей группой предприятия проходим весь путь создания продукции или выполнения какой-то работы. В данном случае у нас на Сахатранснефтегазе ведется работа по оптимизации работы на складе. И получается, мы там смотрим, как комплектуются заказы, как лежат товарно-материальные ценности на складе, как создаются заявки, как они обрабатываются и так далее. Да? И вот совместно с рабочей группой проходим весь этот путь, находим там потери, какие-то сложности, проблемы, которые мешают наиболее эффективно выполнять эту работу. И эти потери совместно с ними также мы устраняем, минимизируем, чтобы быстрее и эффективнее работать. А сами предприятия, вот они на сегодняшний день заинтересованы участвовать вот в этом национальном проекте? Определенный отклик есть. Конечно, это не так давно у нас появилась республика участвует в проекте с 2020 года. И широкого распространения пока это бережливое производство, вообще вся эта культура не получила. Плюс еще надо учитывать, что критерий достаточно серьезный, 400 миллионов рублей — это достаточно высокий порог входа. Определенный отклик есть, и мы ведем постоянную работу с предприятиями по поиску новых участников, там агитируем, какую-то информацию доносим. В общем, проводим такую работу. Вот мы несколько раз уже упомянули бережливое производство. В чем суть его и вот важность в сегодняшних компаниях, в том числе и промышленных? Бережливое производство, если упростить, это такая система управления, при которой выстраивается наиболее эффективное производство без потерь, без какой-то ненужной работы. Ну вот условно пример приведу, если, допустим, пекарь на производстве, да, он печет хлеб, и что используется для хлеба? Там соль, мука, вода, вот эти основные ингредиенты. И если, допустим, эти ингредиенты лежат слишком далеко, ему там приходится каждый раз ходить за ними, да, это потеря. Он там тратит на путь полминуты. Если полминуты один раз взять, это немного. Если пересчитать на год, это уже там может быть несколько там рабочих дней или недель. То есть это, по сути, минимизация... Да, минимизация вот этих вот оптимизация производства, минимизация потерь и ненужных там каких-то элементов в работе. А вот насколько проект сам по себе затратный для предприятий? Какие ресурсы он требует? Этот проект, он, получается,
не слишком затратный. Мы на совместных наших проектах с предприятиями пытаемся подбирать мероприятия так, чтобы они не требовали каких-то больших капитальных вложений, каких-то финансовых затрат больших. Это основное мероприятие организационного характера, которые, тем не менее, приводят к достаточно хорошему результату. И ресурсов и затрат он требует в основном, конечно же, людских. Да, вот людской ресурс — это самое ценное, что у нас есть на самом деле, рабочее время сотрудников. Ну вот сотрудники, которые входят в рабочую группу проекта, должны будут посвящать этому какое-то время. Не 100% своего времени, но определенную часть времени, да. А нужно ли вот этим сотрудникам им обладать какими-то специальными навыками, допустим, все ли они могут принять участие? Да, все могут принять участие. Какими-то специальными навыками обладать не нужно, потому что мы в рамках проекта предварительно всех сотрудников обучаем бережливому производству, чтобы понятно было, что это такое, с чем вообще едят. И желательно... Нет, да, еще раз повторюсь, все сотрудники могут принять участие, но рабочую группу мы подбираем, исходя из того участка, на котором мы будем работать. Вы сказали, вы обучаете уже сотрудников. Что входит в программу этих обучений? Обучение состоит из 2 модулей. Во время этих модулей передаются основные навыки по основным нашим инструментам. Первый модуль — это более базовый, второй модуль более сложный. Примеры в первом модуле — это картирование процессов, чтобы можно было графически отображать процессы, чтобы вот такие навыки были у сотрудников. Там 5S — это вообще основной инструмент. Это инструмент по созданию комфортного и безопасного рабочего места. Вообще реализация проектов по улучшениям — это основная методика проектной деятельности, например. Основы бережливого производства. Ну, вот такие основные базовые вещи. Егор Сергеевич, я предлагаю вернуться в целом к нацпроекту. Как идет его реализация в республике? Отмечается ли у предприятий-участников рост? Как я сказал, мы уже охватили 18 предприятий. Из них 13 завершили совместные проекты с нами, либо с Федеральным центром компетенций. И да, рост отмечается, конечно. По предварительной оценке, итоговую оценку будут подводить Минэкономразвития в ноябре этого года. Причем это будут данные за 2022 год, за предыдущий, получается. Но по предварительной оценке рост у предприятий-участников составил порядка 9%. Цель нацпроекта 5%, у наших предприятий-участников 9%. Вот смотрите, ваши сотрудники приходят на предприятие. Да. Чем они там занимаются, начиная от старта рабочего дня? Наши сотрудники в основном выполняют консультационные услуги, консультационную работу. Да? Они сопровождают, консультируют, помогают советам. Совместно с рабочей группой, конечно, что-то они делают, но надо понимать, что основной пласт работы на себя возьмут как раз сотрудники рабочей группы. Это делается не потому, что нам лень или там еще что-то, да? Это делается для того, чтобы... вот мы реализуем совместный проект с предприятием полгода и уйдем. А чтобы в дальнейшем эта культура бережливого производства развивалась, чтобы все не останавливалось с нашим уходом, мы вот эти навыки, умения передаем членам рабочей группы, и они там сами в основном работают, чтобы эти навыки закрепить. А вот на сегодняшний день есть ли какие-то интересные кейсы уже на предприятиях? Может быть, решения какие-то, которыми хотите поделиться? Есть. Каждый проект, он уникальный, каждый проект — это сам по себе интересный кейс, да? Но вот, к примеру, мы на якутской птицефабрике работали в прошлом году, и мы взяли процесс по приготовлению и обогащению кормов, комбикорма для птицы. И удалось найти такое неочевидное решение, которое, тем не менее, оказывает достаточно положительный эффект. В процессе приготовления кормов используется соль. Да? И эта соль по технологии должна храниться на полочках, сушиться какое-то время. После этого сотрудники какое-то количество соли оттуда изымают и используют в приготовлении. И вот получалось так, что при сборе соли какая-то ее часть с этих полочек высыпалась наружу, потому что открытая полка. И это приводило к тому, что, во-первых, идут потери по объему соли, во-вторых, там неудобно было работать, в-третьих, вокруг этих полок там соль лежит, да, не очень чисто.
И совместно с рабочей группой, это, казалось бы, мелочь, да? Ну, что там, соль на полке лежит, лежит. Но, тем не менее, это все-таки целый технологический процесс, и мы совместно с рабочей группой приняли решение, что нужно нарастить бортики, и там несколько было итераций, несколько было попыток того, как эти бортики лучше расположить, какой они должны быть высоты и так далее. В итоге удалось найти решение. Все нарастили, соль уже больше не высыпается, работать стало приятней, удобней, и идет некоторая экономия по объему этого сырья. А с другими регионами, своими практиками, вот этими вот ноу-хау делитесь, может быть? У нас есть портал производительность.рф, на котором вся основная информация по проекту собирается. И там есть раздел по лучшим практикам, куда все регионы и все участники, все предприятия-участники могут свои лучшие практики выложить. Но вот пока от республики там практик нет, потому что мы все-таки достаточно молодой регион, да, ну, по сроку участия, и какой-то такой прям взрывной практики пока не нашли. Но они в любом случае появятся, я уверен. Вот недавно был анонсирован конкурс «Лучшие практики наставничества». Как идет сбор заявок? Достаточно хорошо. Уже есть определенный отклик у предприятий, да. Пока заявок подано немного, но оформлено заявок. Но этот процесс сбора заявок будет длиться до 17 июня, и он такой не быстрый. Там достаточно много надо собрать, достаточно большой объем документов, все правильно оформить, все правильно подать, и поэтому процесс сбора идет, скажем так. Я хотел бы призвать все наши предприятия, не только предприятия-участники, также есть там номинации для предприятий и организаций, которые не входят в периметр нацпроекта. Более подробно можно посмотреть на сайте Минэкономики нашего республиканского, принимать более активное участие в этом конкурсе, делиться своим опытом, потому что это тем более актуально в год труда, который объявлен у нас в 2023 году. Делиться опытом, наставничество, передавать свой опыт подрастающему поколению и так далее. Игорь Сергеевич, я думаю, это более чем интересные практики. Я думаю, у нас будут отличные результаты. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Все, спасибо, до свидания. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч.